Сегодня у нас в гостях выпускница факультета башкирской филологии, ныне магистрант Института педагогики Акмулинского университета, старший воспитатель полилингвального детского сада номер 202 города Уфы Ишбаева Гульсина Азатовна. Гульсина Азатовна является многократным участником различных педагогических конкурсов. И совсем недавно вы стали победителем республиканского конкурса «Педагог года» дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке. Гульсина Азатовна, расскажите немного о себе. Как вы пришли в профессию? Возможно, пример педагога-наставника повлиял на ваш выбор? В профессию я пришла не случайно, по стопам своей сестры. Она у нас учитель начальных классов. Я хотела быть похожей на нее, работать в школе. И после 9 класса мы решили поступать в педагогический колледж. Не получилось поступить в факультет начального образования. Мы поступили в дошкольный факультет. После колледжа я устроилась работать в детский сад воспитателем. После этого я поступила в БГПУ на факультет башкирской филологии и продолжала работать в детском саду. Стаж моей работы больше 21 года. Вы работаете в необычном детском саду, а именно в полилингвальном, где дети приобщаются к культурному богатству народов Республики Башкортостан и России, знакомятся с мировой культурой, воспитываются в духе межнационального согласия, и все это происходит на различных языках. Расскажите, какие именно языки изучаются в вашем детском саду? Какие техники, методики вы используете в своем образовательном процессе? В нашем детском саду 8 групп. Используем метод языкового погружения. В первую половину дня воспитатель со знанием башкирского языка погружает детей в башкирскую языковую среду. Во вторую половину дня воспитатель со знанием английского языка погружает детей в английскую языковую среду. Дети изучают английский и башкирский языки. А полилингвально это разве не подразумевает 3 языка? Русский, родной, да, и какой-нибудь иностранный, да? Русский мы не говорим. Он у нас язык, он сам по себе идет, получается. Русский, родной башкирский и английский язык. Как вы уже говорили, ваш педагогический стаж более 20 лет. Как с годами менялась профессия и отношение к ней? Отношение к профессии воспитателя меняется только в хорошую сторону. И со стороны финансовой стороны, и с поддержки государства, и с условиями труда. Только в хорошую сторону. А выгорание существует? Это, наверное, зависит от человека. Кто выгорает, уходит с профессии, меняет профессию, сферу деятельности. А кто предан своей профессии, он остается. У вас было такое? Как сказать, вот не выгорание, наверное, это больше, наверное, карьерный рост. Уже после долгих лет работы воспитателем хочется дальше, больше узнавать. И вот я поменяла направление, я начала работать старшим воспитателем. Говорят, что современные дети с рождения умеют пользоваться гаджетами. Чем отличаются ваши первые воспитанники от сегодняшних детсадовцев? Я скажу так, что дети не меняются. Они как были любознательными, красивыми, умными, дружелюбными, они такими остаются. А по поводу гаджетов скажу так, что современным детям не хватает общения с родителями, поэтому они в гаджетах. Детский сад не может заменить родителей, но детский сад учит детей адаптироваться в социуме, дружить, находить друзей, общаться, считаться с мнениями других. Молодые родители, наоборот, заинтересованы в образовании своих детей и с дальнейшим обучением. Поэтому я бы не сказала, что они как-то плохо относятся к садику, к воспитателям. Наоборот, мы в тандеме, вместе. У меня проблем с родителями нет. Всегда могу найти общий язык, всегда могу договориться.
Давайте поговорим о том, кто же такой идеальный воспитатель. Какими человеческими и профессиональными качествами, по вашему мнению, он должен обладать? Идеальный воспитатель – это в первую очередь любящий детей, гуманный, искренний, компетентный, идущий в ногу со временем, стрессоустойчивый. И, наверное, должен быть лидером, смелым лидером. Вы себя считаете идеальным воспитателем? Это, наверное, надо спросить у моих выпускников. Но я себя не считаю плохим воспитателем. Я очень люблю свою профессию, очень люблю детей. Наверное, я хороший воспитатель. Не идеальный, но хороший. В течение многих лет республиканский конкурс «Педагог года» дошкольных образовательных организаций объединяет лучших сотрудников, работников детских садов. Отдельно оцениваются те, кто преподает на родных языках. Почему вы вообще решили участвовать в конкурсе? В первую очередь, наверное, хотела попробовать себя, испытать себя, выйти из зоны комфорта, посмотреть свои возможности, посмотреть на других воспитателей и научиться у других воспитателей чему-то новому, так как конкурс – это же новое открытие. Вот, наверное, из-за этого. Что-то меняется внутри вас? Вот вы до конкурса, после конкурса? Вы ожидали вообще, что вы победите? Нет, я не ожидала, честно скажу. Это для меня было неожиданностью. Представлять Башкортостан на всероссийском конкурсе – это даже, наверное, страх у меня появился. Так как это большая ответственность. Это вот следующий шаг у вас, да, будет? Следующий шаг, да. Что в конкурсе вам понравилось? А мне больше понравился, наверное, круглый стол. Когда я ответила на все вопросы, похвалила себя, общение с коллегами, приняла их опыт работы и человеческое отношение жюри, наверное, вот очень прям такой толчок дает. Мотивирует? Да, мотивирует, да. Мне вот отношение жюри вообще очень понравилось. Как отреагировали на вашу победу ваши близкие, друзья, коллеги? Родители, когда услышали про мою победу, заплакали. Коллеги обрадовались, поздравляли, пожелали удачи. Какие у вас планы на будущее? О чем вы мечтаете? Планы – это подготовиться к всероссийскому конкурсу и достойно показать республику. Гульсина Азатовна, спасибо большое, что вы к нам пришли. Было очень интересно с вами поговорить. И мы желаем вам победы на всероссийском конкурсе. Спасибо.